Вся деятельность штаба татар Москвы направлена на реализацию политики руководства Республики Татарстан и стратегии действия татар, принятой Милли Шура в прошлом году. Работа организации не останавливается, несмотря на пандемию и другие сложности. За 2020 и 2021 год штаб провел сотни мероприятий и акций, получил отличные результаты своей работы. Все это время штаб татар Москвы серьезно готовился к переписи населения. Вопрос подготовки населения к такому мероприятию диктовал поездки, десятки просветительских встреч и визитов в другие регионы России. Были изданы газеты, календари, книги. Только переписи населения было посвящено 20 видеороликов на канале штаба. Была создана видеорубрика «Тель-Бель». Руководство штаба татар посетило более 20 городов в Татарстане и в других республиках. К 75-летию Великой Победы в 2020 году была проведена благотворительная акция, в которой участвовали все поколения и особенно молодежь. Были собраны большие подарочные наборы для ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Несколько дней эти наборы развозили по домам в преддверии 9 мая. В Татарстане были сняты несколько интервью с героями прошедшей войны, очень пожилыми уже людьми, и кто-то за это время ушел в лучший из миров. А эти фильмы на нашем YouTube-канале остались вечной памятью для всех нас, потомков великого поколения бесстрашных людей. Также в прошлом году было столетие Татарстана, и к этой огромной дате штаб татар Москвы осуществил проект «100 фильмов к столетию Татарстана», благодаря которому подписчики аккаунтов организации узнали о выдающихся людях, которые делали историю Татарстана, строили промышленность, науку, культуру и искусство, создавали новые города. Начавшаяся в прошлом году пандемия стала вызовом для всего мира. Несмотря на самоизоляцию и коронавирус, все планы штаба татар были выполнены. Прошли десятки молодежных мероприятий онлайн, благотворительные акции. Во время периода самоизоляции штаб татар Москвы организовал консультации медиков и психологов по телефону, куда могли обратиться аксакалы, а члены медицинского клуба «Гиппократ» помогали ответить на вопросы, помочь с информацией, успокоить. Онлайн прошли десятки встреч с татарами разных регионов, а также с татарами из других стран. Работа активистов штаба продолжалась каждый день. Ежегодно штаб татар Москвы подписывается на несколько изданий Татарстана, Москвы и других регионов. В общей сложности это 16 тысяч экземпляров различных газет и журналов. Более того, в прошлом году было издано 5000 экземпляров собственной газеты на 12 страниц. Календарь с важной для каждого татарина информацией тоже вышел тиражом в 5000 штук. Все эти издания были распространены среди читателей Москвы, Подмосковья, региональных организаций и библиотек. В апреле 2020 года был создан штаб татарской молодежи, который быстро набрал обороты и стал популярным цифровым СМИ, а также живой молодежной организацией, которая проводит множество офлайн-мероприятий для молодежи и студентов от 15 до 25 лет. Буквально через несколько месяцев продуктивной работы лидер штаба татар Москвы получил благодарственное письмо от Духовного управления мусульман Республики Татарстан. И в прошлом, и в этом году штаб татар Москвы провел десятки встреч с татарскими общественными организациями в Москве и в других регионах. Пресс-служба штаба написала десятки статей о том, как живут татары. 2021 год был объявлен годом родных языков, годом единства народов, и в этом году прошла перепись населения нашей страны. Штаб татар Москвы активно подключился к реализации планов руководства Татарстана, а также поставил своей целью максимально выполнять принятую в ВКТ стратегию действия татар.
Представители штаба татар провели опрос сотен людей в разных регионах страны и составили список практических шагов к стратегии действия татар. Список на русском языке содержит 36 пунктов, а на татарском – 20. Эти подробные дополнения были отправлены всем средствам массовой информации, общественным организациям и министерствам Республики Татарстан. Как всегда, в месяц Рамадан штаб татар традиционно проводит около 10 ифтаров, причем как на своей площадке, так и в мечетях Москвы, районах Татарстана и в других городах. Так же, как и в 2020 году, были проведены более 20 благотворительных акций помощи нуждающимся, мечетям, библиотекам, школам, детским домам. Штаб татар Москвы стал площадкой сближения и сотрудничества тюркских народов. Прошло 5 круглых столов с представителями различных диаспор, а также в штабе проводят свои мероприятия тюркские бизнесмены. Предприниматели находят новые возможности для сотрудничества и создания новых проектов. Благодаря таким встречам стала объединяться и молодежь разных народов. В этом году в штабе неоднократно прошли кулинарные поединки, на которых девушки и юноши представляли кухню своих народов, семейные блюда, рассказывали о культуре и истории тех мест, где выросли. Такие события помогают сохранять национальное богатство татар, башкир и других народов. Штаб татарской молодежи несколько раз провел шахматный турнир, и он неизменно пользуется популярностью. Интеллектуальные игры в штабе татар Москвы уже давно стали одним из главных видов досуга. В рамках штаба татарской молодежи также выпускаются сюжеты видеорубрики «Самовар ТВ», где молодежь и студенты отвечают на каверзные вопросы ведущего. Руководитель и активисты штаба татар Москвы приняли участие в качестве спикеров в нескольких международных мероприятиях в Москве, Казани, Уфе и других городах. По всем мероприятиям были написаны отчетные статьи, вышли видеосюжеты, которые опубликованы в региональных СМИ и на интернет-ресурсах. Штаб татар Москвы регулярно участвует в заседаниях Общественной палаты Российской Федерации. Пресс-служба штаба неоднократно брала интервью у видных общественных и политических деятелей нашей страны. Штаб татар Москвы обладает серьезным интернет-ресурсом. Количество подписчиков на YouTube-канале штаба за 2 года выросло с 5 тысяч до почти 16 тысяч человек на сегодняшний день. Это грандиозный прорыв, а для татарских каналов с сугубо национальной тематикой просто уникальный случай. Также пройден исторический рубеж. На канале вышло 1000 видео, что тоже говорит об активной работе штаба во всех направлениях. Что касается штаба татарской молодежи, то с начала основания в апреле прошлого года штаб татарской молодежи уже набрал 4000 подписчиков на канале YouTube. Также динамично растут и аккаунты в Инстаграме. Сейчас у штаба татар Москвы почти 43 тысячи подписчиков, а у штаба татарской молодежи 15 тысяч. Видео и посты смотрят, комментируют, отправляют вопросы в директ, что значит контент интересен и полезен для наших друзей. В этом году у штаба вышел прекрасный, интересный и очень значимый проект. Уникальная книга-сборник «Уз жеремде, уз телем». Книга издана тиражом 10 тысяч экземпляров. 110 авторов выразили свое мнение на насущные проблемы, стоящие перед татарским, башкирским, любым другим малым народом, которому грозит исчезновение. Были проведены презентации в более чем 20 городах компактного проживания татар. Книга получила великолепные отзывы и высокую оценку. Это крупный благотворительный проект. Книгу получили общественные организации, библиотеки, школы, мечети, частные лица. Штаб татар получил несколько значимых благодарственных писем, грамот, дипломов, знаков отличия.
В том числе руководитель организации Рустем Ямалеев стал кавалером золотого знака «Миротворец» от Национального фонда мира, а также он получил диплом дружбы народов от Международной академии русской словесности. Начиная с прошлого года штаб «Татар» занимается восстановлением исторического православного места в селе Красный Бор Агрызского района. Там уже есть подшефная мечеть, а сейчас старожилы и жители получили помощь штаба в сохранении очень важной исторической части села. Мероприятий за эти 2 года проведено сотни. Большинство из них являются регулярными и постоянными. Это встречи молодежных организаций, вечера аулагай, интеллектуальные игры, лекции ученых, встречи с творческими людьми, заседания клубов «Гиппократ», офицерское собрание, клуб краеведов, деловой клуб «Масштаб», мусульманские праздники и просветительские проповеди хазратов. В том числе дважды в год проходит мероприятие «Мой первый намаз». На 2022 год штаб «Татар Москвы» объявил новый проект. Это будет юбилейный год для Всемирного конгресса татар. 30 лет существует эта крупнейшая организация татар мира. Штаб объявляет 30 значимых мероприятий и видеофильмов к 30-летию ВКТ. Один из проектов уже осуществлен. Вышел новый календарь на следующий год, посвященный этой юбилейной дате. А также уже сняты 2 первых видеофильма, 2 интервью с ветеранами общественного движения Татарстана, с теми, кто стоял у истоков ВКТ. Впереди еще несколько видеофильмов с основателями и активистами Конгресса татар. Главная цель штаба «Татар Москвы» – создать в столице языковую и культурную среду, в которой татары могут общаться, знакомиться, развиваться, создавать семьи и бизнес, не терять свою национальную идентичность и оставаться достойными сынами и дочерями своего народа.